23 августа исполнится 72 года со дня рождения выдающегося политического и религиозного деятеля, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И сегодня я с удовольствием вам представляю своего гостя. Это верный соратник нашего первого президента, заместитель председателя парламента Чеченской Республики, кавалер ордена Кадырова Шаид Жамалдаев. Маршал Шаид. Действительно, мне очень приятно, что вы сегодня здесь, в нашей студии, в программе «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». Вас всегда приятно видеть. Мы вас всегда ждем. Приятно с вами общаться. И мой первый. Но я столько комплиментов не заслуживаю. Нет, тут как посмотреть. Но об этом потом. А сегодня мой первый вопрос, Шаид. Вам посчастливилось знать и работать с Ахматом Хаджи Кадыровым. Когда и как состоялась ваша первая встреча с Ахмат Хаджи? Может быть, вам показаться это и простым, банальным вопросом, но если брать с точки зрения истории, это довольно нужный и важный вопрос. Прошу. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые жители нашей республики. Безусловно, ведущий, как всегда, крадет мои мысли. Посчастливилось, действительно, да, посчастливилось с ним работать. Чтобы знать этого человека, действительно, с ним надо не один день работать, чтобы величие этого человека, силу и мощь, как руководителя, как религиозного деятеля, как патриота своего народа, республики, надо знать и работать с этим человеком в самый ответственный момент. И мне, безусловно, Баркалдерес Халон, что вы знаете мои мысли, читаете, мне посчастливилось с ним в самые тяжелые минуты, самые тяжелые для нашей республики, для нашего народа и Российской Федерации, работать, принимать активное участие, скажем, в создании программы стабилизации, создания возвращения Чеченской Республики в конституционное поле свое и конституционное поле Российской Федерации. Силу и мощь, мудрость, честность и порядочность, величие этого человека, Ахмат Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, надо знать и вот чтобы изучить, чтобы поверить в это, надо с ним работать. Неутомимо, долго с ним работать надо. Вот как вы с ним познакомились? Вы знаете, впервые... Вот не может быть, чтобы вы не помнили это день. Впервые я с ним познакомился, так вот, будучи очень молодым, в 1974-1975 году, вот в эти годы, в их селе я обычно дружил и учился с Таймасхановым. Многие из них со мной на одном курсе учились, я к ним ездил в гости, и вот в эти там сиерам, вечеринки, и вот днем, когда молодежь собирается, общение, вот тогда я с ним пообщался впервые, будучи молодыми. А потом долгое время я его не видел, потом, будучи муфтием, мы с ним познакомились, повторно встретились, когда я был вот в эти годы лихолетия, когда оппозиция и позиция, воинствующая и оппозиционная часть, я был в составе оппозиции, я общался с ним по ситуации, конкретной ситуации в республике, и всегда находил почти всегда стопроцентно положительные отзывы, понимание ситуации, предложений, которые он делает сообразно ситуации в республике, достаточно убедительны, достаточно грамотные, квалифицированные, патриотически настроенные, верные решения. И вот единственное, с кем можно было общаться в то время, это был Ахмат Хаджи Абдулхамидович Кадыров.
Смотрите, я не ошибусь, если скажу, что вы с первых дней новейшей истории чеченского народа были рядом с Ахмад Хаджи. И это так. Вот как бы вы оценили историческую роль Ахмата Хаджи в канун его дня рождения? Вы знаете, вот я 3 июля в 2000 году, он меня вызвал, издал указ на назначение главой Грозненского района, и там же на общественных началах был определен как председатель Совета глав республики. Я был безгранично рад, что мои мысли, идеи, вот, предыдущие в годы лихолетия, им были услышаны. Во мне он заметил соратника, своего сторонника. Во мне он заметил человека, который может, скажем, его понять и поддержать. Я был безгранично рад, я согласился, и с тех пор я с ним работаю. Вот если говорить о заслугах ко дню его рождения, конечно, жаль, что этого человека с нами нет, да, Лазут Обалдолцин, но всегда мы говорим о нем с чувством ответственности, потому что одно недосказанное из всех заслуг этого человека обижает и меня, и многих наших жителей нашей республики, почти всех. Поэтому каковы были заслуги? Во-первых, идея о необходимости проведения референдума и возвращения в конституционное поле Российской Федерации, Чеченской Республики, Российской Федерации, вот на тот период, в 2000 году. С первых дней он озвучил свое намерение. Представьте себе, это ум и знание ситуации, и знание выхода с этой ситуации. Единственно верный путь. Дальше, организация этого референдума рассчитать, просчитать до последнего, с учетом воинствующей стороны, с учетом оппозиционной части и в Чеченской Республике, и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и в Федеральном центре. Неоднозначно был подход к Чеченской Республике, к ситуации в Чеченской Республике и к путям выхода из этого кризиса тоже был неоднозначен. Понятие этих путей было неоднозначным, воспринималось в федеральном центре. Вы можете представить, если говорить о дипломатии, о парламентаризме, о ситуации в России, в самой Российской Федерации ситуация была крайне напряженная. Аналогии не было в последние 200 лет в самой России. И вот ситуация была неоднозначная, к власти рвались одиозные люди, Россию практически растаскивали, ее признали, за ним признали правопреемника всех союзных республик, и с долгами рассчитывалась она, всех республик, из своей. И тут растаскивание горе-патриотами саму Российскую Федерацию. Вот на фоне всего этого идут боевые действия, и нам надо выйти из этого кризиса и сохранить целостность России. Между прочим, эта мысль впервые прозвучала из уст Ахмад Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Не только Чеченской Республики, не только Чеченской Республики, но и всего государства российского. Всего государства российского. Это нужно подчеркнуть, правильно? Он четко понимал, что от ситуации в Чеченской Республике зависит многое в политической составляющей Российской Федерации, и он это озвучил впервые, что от ситуации в Чеченской Республике зависит ситуация в Российской Федерации. И отсюда мы должны начать организацию, стабилизацию, возвращение в конституционное поле всего государства. И программа пошла. Программа пошла. Была намечена дата проведения, год проведения, дата проведения. Тут создавались штабы, оргкомитеты, потом инициатива группа обращения к президенту Российской Федерации о намерении проведения референдума и так далее, и так далее. Потом положение о референдуме. Все, конечно, достаточно Владимир Владимирович Путин утвердил
Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров, его убедил в своей встрече, не одна встреча была в Москве у него, он его убедил, и Путин поддержал и положение, и обращение по желанию провести референдум одобрил, положение одобрил, и процесс пошел. Смотрите, Шаид, 23 года тому назад, 12 июня, насколько я помню, если что, вы меня поправите, президент России Владимир Владимирович Путин назначил Ахмата Хаджи Кадырова на должность главы Временной администрации Чеченской Республики. Правильно? Вот, да, был до этого еще один указ за номером Российской Федерации 1071, указ о создании органов исполнительной власти Чеченской Республики, а потом далее 1110 был указ, о котором вы говорите, о главе администрации, временной администрации Чеченской Республики. Вы даже номер указа Да. помните. Ну это же, вот, понимаете, вот с этих пор уже уверенность, скажем, намерение Российской Федерации содействовать, не вредить нашей программе, поддержать политику Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова была ясно видна этим указом, оно было подчеркнуто. В те годы были самыми трудными. Вы это все помните. Я это все помню. На территории Чеченской Республики бесчинствовали ваххабисты и террористы, прибывшие из более чем 50 стран мира. Почему Владимир Владимирович Путин именно тогда, в те годы, доверил Ахмад Хаджи власти в республике? Жизнь полна информации. Видимо, информация была, что сильный духом, волевой, смелый, решительный, знающий ислам, знающий ситуацию в республике и знающий пути выхода из этого кризиса, он был уверен, что Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров этим всем пользуется. И вот было определение точное. И вот на это мы благодарим Владимира Владимировича Путина даже за то, что самое главное, что он сумел определить нам главой администрации республики Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров. Мы за это ему благодарны. Это было судьбоносное решение. И вот это вот решение, уверен был и Владимир Владимирович, что будет оправдано и реализовано. Ахмад Хаджи был известный авторитетный Авторитет, богослов, да, богослов в республике. И не только. Это тоже нужно подчеркнуть. Да. И он решается стать политиком в те страшные годы. Ваше мнение? Вы знаете, этот человек в себе всегда находил гармонию. Он сильный политик, все-таки. Он не просто духовный, скажем, верующий человек, глубоко верующий. Он, во-первых, и политиком был сильным. А во-вторых, ситуацию в республике знал. И представьте себе смелые решения. Тогда, на тот период, как вы подчеркнули, что идут боевые действия с 58 стран, наемники и так далее, человек на весь мир, единственный в мире, публично заявил о своем намерении бороться с ваххабизмом, с религиозным экстремизмом. Хотя он мог уехать, его хотя знали мог везде. уехать, может не уехать. Он мог семью свою забрать. Семью забрать, но даже дело не в этом. Человек, но он остается. Он остается. Человек, который впервые в истории появления этого ваххабизма объявил войну этому злу и религиозному экстремизму. Человек, смело заявивший об этом, еще буквально месяц, два, три, как начал работать, не укрепившись в должности главы, он в этом не нуждался. Он сам по себе внутри готовил, у него зрела эта программа. И он ее изложил на весь мир. И единственный человек, иногда казалось, он единственный будет бороться с ваххабизмом, с религиозным экстремизмом. Ахмад Хаджи возглавляет те страшные годы, трудные годы, когда решалась судьба чеченского народа, Чеченской Республики, спасает республику, да, спасает народ от гибели. Это ему удается. В чем была вера Ахмад Хаджи? Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров, я его изучал, достаточно уверенный в своем народе, знающий свой народ человек, любящий свой народ.
Он знал, что народ легко определяет зло и добро. Знал, что народ уже практически пришел в никуда. И знал, что кто, если не он? Кто, если не он? И он на себе чувствовал ответственность за судьбу своего народа. Села, района, республики, народа и народа, проживающего на территории нашей республики. Ответственность за традиционный ислам в нашей республике и в Российской Федерации в целом. Он чувствовал себя ответственным за все, от мала до велика. Поэтому это ему давало уверенность, вера в своего народа, что народ сознательный, народ мыслящий, народ практически политизирован, народ устал от всего и вся, народ никогда в жизни в таком разочаровании, в таком отчаянии, в такой нищете не был никогда. Поэтому он был уверен, и он это сделать смог. Народ ему поверил. Народ поверил. И народ доверил ему свою судьбу. Да. И не ошибся. Не ошибся. Народ процветает. Республика цветет. И все-таки, кто бы что бы ни говорил, все это было доказано, что народ ему верит. 5 октября 2003 года народ избрал Ахмад Хаджи Кадырова своим президентом Чеченской Республики. Какие первостепенные шаги были предприняты Ахматом Хаджи в должности президента? Помните? Помню. Вы бы тогда тоже были рядом с ним. Да. Вы знаете, вот я перечислял все заслуги, далеко не полный перечень заслуг, которые, скажем, давали доверие, вселяли народ верой и доверял народ ему. Все-таки народ и на выборах без всякого сомнения доверял ему. И вот, когда референдум шел, и когда выборы шли, я все-таки тогда еще председателем Совета глав помню. Вот он звонил и говорил, Шайд, никаких вот нарушений. Участие народа обязательно. Никакого ущемления, скажем, желания людей. Представляете, об этом знал народ. И народ, абсолютно не сомневаясь, отдал свой, скажем, голоса за него и доверился еще раз ему. Поэтому это не просто так. Почти 100%. Да. В этом заслуга уже сам весь мир говорил, исламский мир, федеральный центр. Развитие парламентаризма началось в Чеченской Республике, в федеральном центре этого не было. Парламентаризм обычно развивался вот в эти годы в субъектах, и то он служил интересам федерального центра, который практически не управлял государством. И вот вселил развитие парламентаризма в регионах, он и в федеральном центре. Раз. Второе, мы часто говорим, и мы об этом говорим с уверенностью, что сохранение целостности, как я вначале уже говорил об этом, сохранение целостности России, именно основа была заложена в Чеченской Республике. И автором этого проекта был Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров. И вот, скажем, знание политики, ум, честь, совесть, достоинство, убедительность Ахмад Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, его патриотизм, интернационализм, толерантность, мы часто об этом говорим, толерантность можно квалифицировать по-разному, но в нашем понятии это желание уважать все религии, все конфессии. И вот большой интернационализм, большая любовь к своей родине вселяла ему уверенность и надежду. И вот там он искал силы и находил их. И там же он исчерпал уважение к своего народа к себе. Это был великий человек. Шайд, а кто мог в тот переломный момент повести за собой разрозненный народ, вернуть мир и показать народу правильный путь, кроме Ахмата Хаджи Кадырова? Вы знаете, умных людей было много, но ситуация, обстановка была совсем другая. Ахмад Хаджи от всех наших бывших лидеров, желающих, отличало то, что он знал
ситуацию в республике. Он никуда не выезжал, он знал воинствующую часть, аполитичную часть, знал оппозицию, знал федеральный центр, знал духовенство и в федеральном центре, и в республике, и в соседних республиках. Это сильный багаж. Только Ахмад Хаджи Абдулхамидович в этой ситуации мог вывести из кризиса нашу республику. Только он. Только он. Даже аналога в мире, может быть, где-то там есть, но в нашем случае, кроме Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, практически никто бы эту ситуацию не вывел бы на сегодняшнюю. Ну а если бы не было Ахмад Хаджи в тот период в Чеченской республике, что было бы? Ну, если представить. Ты знаешь, я даже боюсь думать и представлять, что бы с нами могло быть. Мне даже страшно об этом подумать. Куда мы еще до сих пор, наверное, в этой ситуации находились. Мне не хочется даже думать. Хочется, наоборот, радоваться результатами. Хорошо, давайте не будем об этом думать. Сейчас многие идеи, мечты и цели Ахмада Хаджи реализуются на чеченской земле под руководством его сына, главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова. И следует заметить, реализуется эффективно и успешно. Не это ли наследие Ахмада Хаджи? Вы знаете, вот везде, на всех совещаниях, на заседании самых приближенных членов команды, актива, Рамзан присутствовал, и он вырос в доме своего отца, он силу, волю, мысли своего отца знал. И вот представьте себе, все по программе, как вот писано, реализовывается. Мы вот часто приводим примеры, более 180 амбициозных объектов, программ, которые реализованы, начиная наши 3 вуза, 20 техникумов, Ахмад-Арена, мечеть «Сердце Чечни», более 500 школ, детских садов, спортивных комплексов, футбольная арена, мечети, 1600 мечетей, из них почти 600 соборных мечетей. Это же за последние 10 лет построено более 500 мечетей. Это же огромная цифра. Потом дороги, многомиллион до 20 миллионов квадратных метров жилья, мосты, федеральные трассы, асфальт, дорога, газификация, водоснабжение, электрификация населенных пунктов, села, где даже не мечтали о газе, о свете, о дорогах, о мостах. Сегодня буквально Швейцария отдыхает. Поэтому это огромный труд, огромная работа. Это выход на мировую политику. Ахмад Хаджи в свое время вытеснил многих мировых политиков, именитых, матерых политиков, и занял достойное место в мировой политике. Сегодня Рамзан Ахмадович, Герой России, наш глава республики, буквально является серьезным мировым политиком, имеет почет и уважение в исламском мире, во всем мире. Поэтому это цепи одной программы отца Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров Далгазут Кобулдуати. Сегодня я вот далеко не полный перечень. Это футбольные площадки, это мосты федеральные, республиканские, это мосты поселковые, это дороги. Мирно процветающая десятки, республика. Да, тысяч километров асфальтированных, гравийных дорог, где вот даже мыслить не мысли. Транспортное сообщение. А город Грозный, мечеть Аргуне, Шалях мечеть, это же просто, это же не пересказать. Все-таки уже города новые. Как говорят туристы, по городу Грозный можно пройти, даже не запачкав туфли. А чистота, опрятность, это что? Это напоминание, нам напомнил Рамзан о том, что наши предки жили чисто, и мы должны чисто жить. И все. И все удивляются. Вот когда рассказываешь со своим коллегам, вот недавно мы встречались с однокурсниками с Краснодара, с Кабарды, со Ставрополя, с Осетии, с Дагестана, приехали в гости по моему поводу. И я их
по городу 2 дня, возил, катал. Они удивлялись. До сих пор они даже не верили, что ситуация такая. Потом Аргун повез мечеть, потом Шали повез и так далее. Потом Беноевская весна, ведучи. В общем, покатал я их здорово, удивлялись. Не верили, думали, что это какая-то сказка. А теперь факт есть факт. есть факт. Да. И за эти 10 лет мы вот недавно у себя на консультативном совете при главе подводили итоги, вот мониторили ситуацию. Франция с 80-миллионным населением за последние 10 лет не построила социальных объектов, которые были построены в Чечне за 10 лет. Представляете, 80-миллионное население, и не знавшие ни войны, ничего, за 10 лет во Франции не построено столько социальных объектов, как в Чеченской республике. Во Франции. Во Франции, да. А что говорить про остальных? Про остальных, Если да, так да. спросить. Да, К сожалению, время нашего... И мы были... Прошу. И мы были для себя, даже для вывода, сделанных выводов, были удивлены, что вот такая статистика, она есть. И с этим не поспоришь, никуда не денешься. Мы гордимся своей политикой, политикой Ахмад Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, политикой его команды. Мы гордимся сегодня нашим руководителем Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым, героем России, его политикой. Может, кому-то все это не нравится, но тем не менее, лучшей ситуации в республике не было никогда. Ну, кому не нравится, он может остаться там. Кому-то может он не может нравится. остаться вот там. где-то блогеры там. Да, он может. Да, там вот. да, Пожалуйста, ничего вот не оставайтесь. сделавшие за все время в республику, у себя дома, даже дерево не посадившие, сегодня начинают о чем-то говорить. Хотелось бы к ним обратиться. Угомонитесь. Глава нашей республики, Хамяхда, силен, убедителен, как никогда. Поэтому народ поддерживает, народ любит, народ ситуацией доволен. Мы радуемся, гости радуются, и мы эту ситуацию никому не уступим, не отдадим. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Вас было приятно видеть у нас в студии. Баркал Дерес Хельшун. Ахмад Сила Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Талт я Аберт Кивер. Амин.